Кицаж говорился, веришь? Мы что, кицаж? Всегда с интересом и удовольствием проводят каждый свой урок. Именно так отзываются о Зинаиде Ахмедовне ее ученики. И это несмотря на 40-летний стаж в работе. Свою профессию педагога начальных классов Зинаида Барахоева выбрала, будучи школьницей. Здесь же, в 12-й школе селения Инарки, она работает 15 лет. Многогранный мир родного языка. Сказки, пословицы, поговорки, произведения известных ингушских писателей и поэтов открывает она детям. Знать свой язык, культуру надо обязательно всем. Без знания родного языка он уже не знает, где он учится, он не знает, где он родился, где он живет. Он ничего не знает, ни традиций, ни обычаев своего народа. А вот только на уроках родного языка и литературы мы учим этому детей. И это все они получают на уроках ингушского языка и литературы. Свою любовь к родному слову она показала на конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы-2023». Пройдя оригинальный этап, прошедший в мае этого года, свой опыт и методику преподавания она продемонстрировала на всероссийском. Проходил он с 19 по 23 сентября в Карачаево-Черкесии. Всероссийский конкурс, организованный Минпросвещения страны, собрал педагогов из 75 регионов, носителей 30 родных языков народов многонациональной России. Его цель – поддержка учителей родного языка и литературы и распространение передового опыта преподавания этих предметов. В этом конкурсе участвовали 72 участника, было нас со всей России, у нас многонациональная Россия. Столько народов представили свои языки. И переполняла, конечно, гордость, что я смогла показать там свою ингушскую культуру, ингушские обычаи, наши традиции и, конечно же, свой ингушский язык. Участников оценивало жюри, в числе которых педагоги с большим стажем работы и сотрудники системы образования. На своих уроках конкурсантам нужно было показать, как в познавательной и интересной для детей форме подать выбранный ими материал. Тема у всех была одна – рассказать о своем родном языке. Через народную сказку интерес к ингушскому языку школьникам 19-й гимназии Черкесска привила и наша участница. Я решила показать нашу культуру через народные сказки. Я заметила, вот это у меня получилось. И вот когда отзывались о вашем уроке, когда жюри говорит, что у нас вопросов, таких замечаний нет, это, конечно, дорогого стоит. Я там могла показать и нашу культуру, и обычаи, сравнить с культурой других народов. Потому что, как я сказала, Россия – это многонациональная страна, и знать родные языки, по-моему, всем надо. Новые знакомства и интересные методики и практики преподавания – вот в чем польза конкурса для педагога. Ну а в народном голосовании за лучший урок Зинаида получила почетное 3-е место. Вот это была гордость. Гордость за свою родину, за малую родину, за свой край, за родной язык, за своих коллег, которые за меня очень переживали. Да каждый житель нашей республики проголосовал за меня почти. Были звонки совсем за пределами республики, за рубежом. Мне звонили девочки, вот так, вы хотели узнать, кто вы, откуда, и говорили, что голосуют за меня. Активную поддержку педагогу оказали ее ученики. Для них она не только хороший учитель, но и советчик и друг. Как учитель она очень хорошая, добрая, справедливая. Как друг она прекрасный человек. В любую минуту может помочь, что где неправильно, где какое ударение. Так можно сказать. Очень хороший преподаватель. Почетный работник общего образования России, получатель президентского гранта за достижения в педагогической деятельности, почетный наставник. Свой профессионализм Зинаида Барахоева показывала не раз на конкурсах как регионального, так и всероссийского уровней, о чем свидетельствуют грамоты и награды. Большой профессионал своего дела, отзываются они и коллеги. Зина Ахмедовна работает с нами не 10 лет. Она очень талантливый, высокопрофессиональный педагог. Не просто педагог, но и педагог-наставник наших молодых начинающих учителей. Зина Ахмедовна высокий профессионал своего дела. Все ее уроки отличаются высокой методической грамотностью, практической направленностью. Вся школа, не только наша школа, но и вся республика голосовала и поддерживала Зину Ахмедовну. Я хотела пожелать ей счастья, здоровья, чтобы у нее всегда
чтобы она успевала везде и чтобы у нее были успехи везде. Если она будет в разных конкурсах участвовать, я хочу, чтобы она занимала только первое место. Желаю ей удачи в разных конкурсах. Попытать силы в конкурсе педагог хочет и в следующий раз, а учащиеся коллеги всегда готовы поддержать и активно болеть за нее в любых начинаниях. Дана Плиева, Асхаб Белакиев, Новости 24.